Россия будет изолирована от всего мира. У ностальгирующих по Советскому Союзу будет возможность туда вернуться и почувствовать на себе все прелести железного занавеса. Ассаляму алейкум. Мы, мусульмане, всегда приветствуем друг друга таким образом, желая мира и добра. Но сейчас мир перевернулся с ног на голову, и нет больше сил молча наблюдать за этим. Уже 7-й день идет война. Путин напал на Украину. В связи с этим хочу обратиться ко всем гражданам СНГ, потому что это ужасающее событие не обойдет стороной никого, в том числе и граждан центральноазиатских республик. В России сейчас много наших соотечественников, которые по воле судьбы оказались вынужденными покинуть свои дома и уехать на заработки. Но те санкции, которые сейчас европейские и другие государства вводят по отношению к России, будут касаться всех, кто сейчас живет и работает там. Каким образом санкции повлияют на экономическую ситуацию, не буду сейчас объяснять. Кто понимает, тот понимает. Но уже скоро каждый почувствует их последствия. И так многие работают, чтобы хоть как-то выжить. Теперь же будут работать, чтобы кормить российских чиновников. Поскольку все будет дорожать, а их запросы будут только расти, к сожалению. И все это будет за счет простого народа. В конце концов, вам придется выбирать, стать рабами этих господ и оставаться работать в России, или же уехать домой. Война только началась. Возможно, что в скором времени она закончится. Но ее последствия будут расхлебывать еще много-много лет. И она коснется каждого, хотим мы этого или нет. И хочу затронуть еще один важный аспект. Сейчас начнется массовая мобилизация в ряды российской армии. И в первую очередь нашим молодым ребятам будут предлагать идти воевать на Украину в обмен на российский паспорт и гражданство. Будут предлагать большие деньги. Поэтому обращаюсь к каждому из вас. Ни в коем случае не соглашаться на это предложение. Вы будете очередным пушечным мясом. На Украине никто вас не ждет. Ребята из Центральной Азии, из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Готовы ли вы умереть за тех людей, которые не имеют к вам ни малейшего уважения? Которые унижают и оскорбляют вас? Хотите ли вы быть на стороне сильного, который бьет слабых? Хочу напомнить, что ислам запрещает быть с теми, кто нападает на слабых. Если вдруг вас заставят идти на войну, бросайте все и уезжайте домой. Там вас ждут ваши матери и сестры. На Украине вас ждет только унижение. Это война Путина против Украины. Это не наша с вами война. Но если вы хотите защищать слабых, которых каждый день обстреливают, скидывают на них бомбы, разрушают их дома, уничтожают их землю, то это будет правильным решением. Сейчас идет не только физическая, но и информационная война. Много противоречивой информации. Не надо верить всему, что говорят по телевизору. Особенно Первому каналу. Весь мир уже вышел на улицы. Тысячи людей вышли на митинги в поддержку Украины. Весь мир против агрессии, которую учинил Путин по отношению к Украине. Россия будет изолирована от всего мира. У ностальгирующих по Советскому Союзу будет возможность туда вернуться и почувствовать на себе все прелести железного занавеса. И самое важное, каждый диктатор в Центральной Азии уже чувствует, что ему недолго осталось. Война на Украине приблизила революцию во многих странах, а особенно в Таджикистане. Рахмонов потеряет поддержку Путина, да и другие тоже. Теперь мы можем быть уверены, что каждый диктатор заплатит по заслугам и получит свое. На этом прощаюсь с вами. Не забывайте подписаться и поделиться этим видео. Пусть все знают, что мы против войны в Украине. Мы за слабых.
Мы за Украину. Мы за тех людей, которые каждый день погибают, защищая свою родину. Слава Украине! Героям слава!